Алло. Я внимательно слушал, когда Валентина Матвиенко, спикер Российской Федерации, Совет Федерации, давала интервью этому Киселеву, журналисту. И я не остался равнодушным к ее понятиям. Экономика истории или сохранность нации. Что важнее для ингушского народа? В последующие десятилетия в скрытой форме на государственном уровне в России проводится политика повторного упразднения Ингушской республики. Все это проводится с подачи соседних регионов, чеченской и осетинской стороной, для того, чтобы не был решен вопрос по территориальной реабилитации и возврата ингушских земель, которые репрессивным методом передавались указанным двум народам, царской Россией и осетином Сталиным. Если Россия пойдет по варианту Сталина путем повторного объединения Ингушской республики с Чечней, перед мировым сообществом это будет оправданием сталинских репрессий и геноцида, совершенного над ингушским народом в 1944 году. Хотя ничего удивительного здесь нет. Периодически от поколения сталинского периода до следующего галазовского поколения осетинское правительство получало добро, разрешение для проведения геноцида над ингушским народом. При поддержке армии так было в 1944 и в 1992 годах. Так Матвиенко, спикер Совета Федерации, дает интервью журналисту Киселеву о том, что объединение субъектов малых народов экономически выгодно самим народам. Понятно, в чей огород бросают камни, а камни летят в ингушский огород. У чеченцев и ингушей разные взгляды на Россию. По данным интернета, более 300 тысяч чеченцев находятся в европейских странах, в Америке, которые мечтают после выхода Чечни из состава России вернуться домой. Ингуши не собираются выходить из состава России. В таком случае какая необходимость снова объединить эти субъекты? Ингушетия богата нефтью. Только один город Малгобек в советское время давал 4 миллиона тонн нефти в год в стране, не говоря о других запасах недр, лесов и так далее. Из-за малоземелья и большой плотности населения, отсутствия строительства промышленных, сельскохозяйственных предприятий в республике, нет возможности самостоятельного развития и выхода из числа дотационных. Потому как предыдущее руководство довело республику до банкротства. Если взять историю ингушского народа, то, насколько мне известно, ингуши никогда не смирятся с объединением ни с каким народом, оставив свои земли осетинам. То, что обычай, язык сходится, это не основание для повторного объединения. Все народы мира произошли от Адама и Евы. Но, однако, несмотря на это, каждый народ имеет свой язык, свою культуру, свои обычаи. Ингуши числятся среди народов мира как нация. В отличие от других, ингуши имеют свою тысячелетнюю историю, что невозможно отнять у этого народа. Поэтому ингуши вправе сохранять свою историю, свою нацию,
среди мировых народов, потому что этот народ тысячелетиями не поддавался ассимиляции. Для правительства и желающих объединений малых национальных субъектов России Валентине Матвиенко советую следующее. В России чуть больше 100 миллионов человек, которые пишут, что они русские. И на самом деле, как мы знаем, это государствообразующая нация. А вот китайцев 1,5 миллиарда. Пусть Матвиенко предложит русским объединиться с китайцами, как с более сильной экономикой государством. Если совершить такой шаг, через 20-30 лет русский народ ассимилируется и исчезнет как народ, как нация. Подобно этому ингуши не хотят объединения, и они хотят сохранить свою идентичность. Все это я написал с тревогой и с болью в душе, думая о том, сколько страданий придется еще испытать моему народу от лжи, неправды со стороны власть имеющих. Дед Мухарбек Хасанович Хаштыров.